Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 28 июля. На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции предложено продлить сроки закрытия госграницы. Детская игровая площадка, тренажеры, беседки, обустроенная территория парка в городе Квайса радует отдыхающих. Геноцид астинского народа 20-х годов в Национальном музее вспоминали трагические события столетней давности. На сегодняшнем заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции под руководством президента рассмотрен вопрос продления сроков закрытия госграницы. Анатолий Бибилов подчеркнул, что главная задача государства – обеспечить безопасность населения республики. Подробности в репортаже Розы Тедеевой. С 1 августа у отдельной категории граждан будет возможность, въезжая на территорию Южной Осетии, избежать пребывания на двухнедельном карантине. Для этого люди, которые намерены приехать в нашу республику, должны пройти обследование в Северной Осетии. В прошлом совещании мы договорились, что Министерство здравоохранения подготовит предложение по возможным таким снятием определенных ограничений для отдельных лиц, имеется в виду для лиц, которые переболели, у которых в организме есть антитела. Граждане должны понимать, что если при прохождении всех этих процедур у него окажется, что нету тех данных, которые необходимы для того, чтобы он без карантина заехал домой, они должны понимать, что они обязательно должны пройти карантин по возвращению домой. Минздрав республики уже разработал специальную схему освобождения от карантина. Это набор из 3 тестов, которые обязательны для того, чтобы решить вопрос об освобождении от карантинного пребывания, которые проводятся на территории Республики Северная Осетия Алания. В лабораториях информация об этом дополнительно будет представлена и распространена информационными источниками, а также предоставлена в консульство Республики Южная Осетия в Северной Осетии Алании. И по результатам тестирования информация предоставляться будет гражданами непосредственно в консульство. Затем соответствующим образом оформляться и в режиме онлайн передаваться в Министерство здравоохранения, где в ближайшее в короткое время будет определено решение по каждому гражданину, который был подвергнут тестированию. Это решение будет доведено до каждого гражданина, и в случае положительного решения об освобождении от карантинного пребывания гражданин будет возвращаться согласно отработанному механизму, и уже по возвращению на территорию республики будет препровождаться по фактическому месту проживания. Повторное тестирование граждане будут обязаны пройти по возвращению в Южную Осетию. Единственным условием, которое мы ставим, все-таки это необходимость после возвращения, в случае благоприятных результатов анализов, в обязательном порядке подвергаться тестированию уже в условиях республиканского медицинского центра, находящегося в городе Цхинвал, забору материала на ПЦР-диагностику для того, чтобы еще раз убедиться в том, что этот человек лишен всякого риска для заражения окружающих. Глава государства поручил Георгию Точиеву довести до населения подробную информацию о том, какие процедуры необходимы для освобождения от карантина, и предпринимать необходимые меры для комфортного пребывания людей в карантинной зоне. Население и те граждане, которые собираются приехать в Республику Южная Осетия, Георгий Феликсович, должны четко для себя понимать, где они могут сдать эти анализы, куда они эти анализы должны представить и какой порядок будет уже возвращения этих граждан в республику домой к себе.
Большая ответственность в этой работе возлагается не только на Минздрав, но и другие ведомства, подчеркнул Анатолий Бибилов. Не затягивать процесс возвращения этих людей. Я бы хотел, чтобы вы это проработали, Дмитрий Николаевич. Это непосредственно касается консульства, непосредственно касается Минздрава, непосредственно касается, Марина Мухаровна, вас, пограничников, и чтобы все действия, они были согласованы, чтобы никакого, скажем так, дискомфорта при шагах, которые необходимо будет делать человеку, чтобы он не испытывал. Участники оперативного штаба обсудили вопрос открытия государственной границы. Президент отметил, что руководство республики не имеет права подвергать риску население страны. Поэтому было предложено продлить ограничения на пересечении границы до 31 августа. Это большой риск в большей степени для людей с хроническими заболеваниями. Это большой риск для людей старшего возраста. Подвергать их жизненной опасности мы не имеем никакого права. Думаю, что дорога должна быть закрыта и на август месяц, то есть до 31 августа. Если все будет в порядке, то снять карантинные мероприятия несложно. Прекрасно понимаю, что тяжело. В этой ситуации находимся все мы. Я обращаюсь к населению, чтобы с пониманием отнеслись и относились к тем действиям правительства республики, которые направлены, еще раз подчеркиваю, на обеспечение безопасности населения. Прекрасно понимаю, опять-таки, возмущение, но мы все жители Южной Осетии, все как один вместе боремся против этого недуга. Вместе противостоим для того, чтобы это не проникло на территорию Южной Осетии. Вот это мы все вместе должны понимать. Благодаря предпринятым ограничительным мерам ситуация в нашей республике остается стабильной. На сегодняшний день под наблюдением на карантине находятся 138 человек. В стационаре один пациент с положительным результатом на COVID-19. Порядка у 70 граждан заканчивается карантин. Они будут выписаны сегодня. В связи с освобождением мест глава государства поручил организовать приезд очередной группы из Северной Осетии. Всего за время введения ограничений в республику по консульской линии возвращены порядка 1000 граждан. Еще более 400 человек ожидают своей очереди. Роза Тедеева, Алим Бетеев, Азамат Кудзиев. Информационный выпуск сегодня. Завтра состоится прямой эфир с министром здравоохранения Георгием Точиевым, который ответит на интересующие граждан вопросы. Вопрос продления сроков закрытия государственной границы Южной Осетии вызывает у граждан республики неоднозначное отношение. Наша съемочная группа поинтересовалась мнением жителей. كوست مذهب من الشارع كوشان قبر بوشان قفلا كد خيشواد آدم كد استودن خود خاطر فهم استود من فرمات استود من فلدریس سان پیدستان سال فلدری فرمات سوال کم در فلدری نه كذا غنا كد زختی افتکم ودار كذا داشت هیچ استرالیا بخدیم كفي قصدون что президент Бохаскут тошамай тестет خبر فسلابی در کنوی значит урдге чишао тест сорсто кад здорові давадрошу мана نیمازار داماتنگشا ومن ما از نا رنچن ندان در ندان ما از وش تست کسز دوباره کنم ما خجر ما باشم جنان ما هم سامویزالیاتو کدو اجفا بودجا راستم نکرد که وجه تپار و فلدر و مامان وجه نه که خورد ولا بود سرز من نگه رو боевое. Положительно отношусь к запрету пересечения границы, так как риск заражения все-таки существует. نیزای ترسم کنم شوا فلایی تا سوالات دیل درور دیگه ما لپی صد نکود نمفند دیافینن سوالات توجیه شالدر ملگ نفیتا وی راست کردی و اون فلدر ایترین چنده این سب پاستانی خیاد تو کارجات هم در جیز سختی نرمید عمر با جواب نرمال نه پریزید راست کردی
Жилищный вопрос остается одним из наиболее актуальных. За долгие десятилетия не было построено ни одного многоэтажного дома. Теперь, несмотря на возведение жилых корпусов, проблема остается нерешенной. Их не хватает, дальнейшее строительство необходимо. Учитывая это, объекты были внесены в инвестпрограмму. Возведение домов продолжается. Подробности у Марьяны Чучьевой. В 2020 году в рамках инвестиционной программы на 2020-2022 годы приступили к строительству 3 жилых домов. Один 60-квартирный дом на улице Героев и 2 75-квартирных дома на улицах Осетинская и Братьев Губаевых. Братьев Губаевых в настоящее время ведутся демонтажные работы. Уже до 2-го этажа они провели демонтажные работы. В ближайшее время они приступят к основной части работ. По жилому дому на улице Остинской, там демонтажные работы практически завершены, вырыт котлован, и также ведутся подготовительные работы, в том числе и по прокладке инженерных сетей к этому объекту. 2 строительных объекта однотипные, 75-квартирные, 5-этажные, 5-подъездные. В доме будет 15 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 15 трехкомнатных. Стоимость строительства объекта по улице Осетинская составила 239 миллионов рублей. В этом году запланированы 100 миллионов рублей по инвестиционной программе. За счет этих денег будет возведено само здание, то есть корпус будет сделан под кровлю. Все это будет подведено. В следующем году уже внутренняя инженерия и отделочные работы. Строительство объекта по улице Братьев Губаевых обходится в ту же стоимость и включает в себя все то же самое. В настоящий момент на объекте ведутся работы по демонтажу здания. Марьяна Чучьева, Арсен Гасьев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. У жителей Квайса появилась прекрасная возможность приятно с пользой проводить свой досуг. В городе обустроен единственный парк, который уже стал излюбленным местом отдыха как детей, так и взрослых. Для приятного времяпровождения здесь предусмотрены все условия. В этом убедилась Анжела Кукоева. В парке установили детскую игровую площадку, тренажер и беседку, где в летний зной можно укрыться от солнца. Территория полностью обустроена, здесь поставили и урны. Как отмечают жители, единственный парк в центре города Квайса наконец-то привели в порядок. Сюда приходят отдыхать целыми семьями. نظرت در ایزر شنج واسیم زیاد لیت کل شمودن در سوانگ تفایی وازنج اینجا بخو سارستوی اوار تاجک خواهی کشت تا ایول در фачаростуй на концерт. Оставили нам мой прекрасный набор тренажеров, когда мы восем Райсовой дари за до поздней ночи здесь взрослые люди фас костер бошанч. Доны нам рыбахту, что очень хорошо. Попить можно всегда. Мы сюда приходим в наш парк именно отдохнуть. Все это совместно усилиями наших прекрасных руководителей ЖКХ и главы администрации, ну и рабочих, соответственно. Спортивных тренажеров в парке не было, а тем временем молодежь города любит заниматься спортом. Они выразили слова благодарности руководству Дзавского района. نزال بندر باشن آردم من بالتی ما فتره رفقا کنم بوز نگاه همش در سنن کیسار стоит назар дамашем آخوزن شد در تجنه و دیراز در. По словам директора ГУП ЖКХ города Квайса Алана Хугаева, жители неоднократно обращались к нему с просьбой благоустроить парк. Однако из-за отсутствия финансовых средств процесс затянулся. Сахир Хасенч, тренажерстелдер, занимался Каненч. Ма хохтамай сарастагер. Витенч манамо освещение был насывером тренажерстелдер. Ма порт посновом каве на хостете хастамо Горкосканджистан. За порядком и чистотой парка будут следить сами квайсинцы. Как заверили в администрации города, работы по благоустройству города продолжатся в следующем году. Анжела Кукоева, Айда Кочева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.
В отделе геноцида в Национальном музее Южной Осетии провели памятный вечер, посвященный событиям столетней давности. Потомки очевидцев тех страшных событий делились воспоминаниями своих родственников. Правдивость рассказов подтверждают исторические документы как в государственных, так и личных архивах участников и свидетелей тех событий. Эльвира Тебилова продолжит тему. В Национальном музее республики вспоминали трагические события столетней давности – геноцида остинского народа 20-х годов. Памятный вечер был проведен в отделе геноцида, открывшийся недавно. Организатор мероприятия Майя Бикоева пригласила родственников тех, кто испытал кровавые зверства фашистов. Майя Бикоева рассказала о воспоминаниях прадедушки Христофора Бикоева, который подвергся гонениям со стороны грузинских властей. В те тяжелые годы многие вынуждены были бежать. Мой дедушка вспоминал, что несмотря на юный возраст, он хорошо помнит чувство тревоги и страха среди взрослых. Оно передавалось и маленьким. У нас есть доказательства грузинских деяний. Сохранились исторические сведения, летописи, документы, как в различных государственных, так и в личных архивах участников и очевидцев тех событий. Это огромная незаживающая рана, сказал директор музея Мираб Засеев. Он обозначен именно той трагической датой, которая, конечно же, сыграла архиважную роль в нашей истории. В каком бы ракурсе эта история, эта ситуация не рассматривалась, это большущая трагедия. Это огромная незаживающая рана на теле нашего народа и в нашей истории. Трагические события отразились на творчестве многих остинских поэтов и писателей. И сегодняшние авторы нередко обращаются в своем творчестве к тем тяжелым для нашего народа годам. Долгое время, со времен начала революционного движения на Кавказе, грузины старались уничтожить осетинский народ. Однако сила духа и сплоченность нашего народа были непоколебимы. Аспирантка Российского университета дружбы народов Алла Гагиева представила отрывок из поэмы матери поэтессы Юзы Харебовой «Сломанный мост». Свои стихи зачитали и молодые поэты Лена Кутаева, Филипп Бикоев, Роман Губузов. Эльвира Тебилова, Арсен Гасев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Наш соотечественник Лев Цхавребов с сыновьями арендовал 40 гектаров земли. По словам энтузиаста, работа, несмотря на возникающие проблемные вопросы, их не пугает. И это дало положительные результаты. В этом году у предпринимателей богатый урожай. В планах расширение деятельности. Лев Цхавребов с ранних лет занят работой на поле. В селении Хитогорово у них были большие земельные угодья. Семья получала богатый урожай. Позже Лев начал работать в совхозе агрономом, затем стал бригадиром. Он с ностальгией вспоминает эти времена, когда все сельчане от мала до велика трудились на полях. Урожай получали богатый. С 1 гектара собирали по 60 центнеров пшеницы. Сейчас все изменилось. Усилия прилагаются большие, а результат оставляет желать лучшего. Лев с сыновьями арендовал 40 гектаров земли. Работы не боимся, но проблем пока много, рассказывает он. На 40 гектарах земли мы посеяли 20 гектаров ячменя, 15 пшеницы и 5 гектаров специальной травы. Траву мы уже скосили, убрали. 4 дня мы заняты уборкой ячменя. Потом перейдем на пшеницу. Надеюсь, погодные условия нам не помешают. И техника тоже продержится. Проблемы в основном связаны с нехваткой техники, приходится ждать очереди. По этой причине часть урожая осыпается на землю, к тому же техника зачастую выходит из строя и снова приходится ждать. Сегодня один из сыновей Льва сам работал на комбайне, так как механизаторы были заняты. Весь урожай мы реализуем в республике. Покупатели у нас всегда есть. С этим нет никаких проблем. Другое дело, что все нам обходится дорого. В конечном итоге прибыль совсем небольшая. Например, мы недавно своими силами огородили всю территорию.
Несмотря на трудности, семья Цхавребовых не собирается останавливаться и не представляют свою жизнь без полевых работ. Анжела Кукоева, Регина Черткоева, Рауль Кочи, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Чугоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.